Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Узбекистане массовые аресты молодых людей. Это мужчины от 20 до 40 лет. Задерживают всех, кто возвращается из-за границы. В основном задерживаются люди, которые вернувшиеся из Турции и России. Жилые дома в центре Душанбе пойдут под снос согласно генеральному плану. Взамен власти предлагают пустые участки на окраинах города. Жители столицы призывают на помощь президента страны. У моего сына 4 ребенка. Меня самой 3 здесь. Куда мы поедем? Билл Гейтс и Марк Цукерберг оказались по разные стороны баррикад. Конфликт между Apple и американскими спецслужбами коснулся всех IT-компаний. Вопрос гораздо шире. Есть ли особые обстоятельства, в которых компания обязана предоставить такую информацию? Учитель из кыргызского поселка преодолевает верхом многокилометровые расстояния, чтобы добраться до школы, где его ждут дети. Думаю, у каждого человека есть своя миссия. Моя – быть учителем. Глава Союза журналистов Казахстана Сидказы Матаев, который был задержан более 2 суток назад антикоррупционной службой по подозрению в якобы многомиллионных хищениях госсредств, помещен под домашний арест. Такое решение было принято на заседании суда, которое состоялось 24 февраля. Суд постановил ходатайство руководителя СОК антикоррупционной службы Тобалда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Матаева Сидказы Исенгазиевича 31 октября 1954 года рождения удовлетворить. Сидказы Матаев заявил, что следствием на него давление не оказывалось и что он готов доказать свою невиновность. Сидказы Матаев и его сын Асет Матаев, который возглавляет агентство «Костак», отвергают все обвинения и расценивают события вокруг них как попытку давления на неправительственные объединения и СМИ. Напомним, что задержание известного журналиста вызвало большой резонанс в республике. Коллеги и друзья Матаева предполагают, что он был задержан по заказу неких высокопоставленных чиновников. Но я хочу сказать, что я не собираюсь покидать родину, никуда не уезжать. Я прошу суд, я могу перед коллегами сказать, я хочу доказать свою невиновность. Вину я свою не признаю полностью. Массовые аресты в Узбекистане. Как сообщает узбекская служба радио «Свобода» Озодлик, за последние 4 месяца задержаны сотни жителей республики по обвинению в связях с экстремистскими организациями. В основном это молодые парни, которые находились какое-то время за рубежом, на учебе или по работе и недавно вернулись в страну. По подозрению правоохранительных органов, эти молодые люди, выехав на заработки за границу, попали под влияние радикальных террористических групп, вступили в их ряды и прошли специальную подготовку. В Узбекистан они возвращаются с целью вербовать или же отправлять своих соотечественников в Сирию. Чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с журналистом узбекской редакции радио «Свобода» Озодлик Барно Анвар. Барно, здравствуйте. Получается, что каждый гражданин Узбекистана, который находится за рубежом, автоматически попадает под подозрение и может быть арестован по возвращению на родину. Кроме подозрений, у правоохранительных органов республики есть прямые доказательства связей арестованных с экстремистами? Значит, можно сказать, что в некоторых случаях при задержаниях и в арестах действительно у них есть какие-то доказания, которые они считают достаточным. Потому что по данным международных исследовательских центров, около 500 узбекистанцев в данное время находятся на территории Сирии и Ирака. Часть из них в рядах ИГИЛ, а часть из них в рядах Джабхат ан-Нусра на территории Сирии. И, разумеется, правоохранительные органы Узбекистана составили или же составляют списки этих людей и задерживают тех людей, которые имели какие-то связи с этими людьми. То есть они и это считают достаточным доказательством для обвинения, задержания или ареста. Но еще тут в основном задерживаются люди, которые вернувшиеся из Турции и России. Потому что эти 2 страны являются основным отправными точками людей, лояльных к ИГИЛ из Центральной Азии. И мы знаем, что там есть транзитные пути. Поэтому автоматически те люди, которые находились там, или сейчас находятся там, попадают в поле подозрения. И по возвращению домой иногда сразу в аэропортах или иногда, когда через какое-то время их задерживают и им заявляют, что когда они находились на территории России или Турции, имели контакт с человеком, который уже ясно, что находится на территории Сирии или Ирака. Как правило, задерживают мужчин от 20 до 40 лет. Как вы считаете, существует ли другая причина этих арестов и задержаний? В основном молодые мужчины выезжают на заработки на зарубеж.
Поэтому, я думаю, их подозревают. Но, с другой стороны, это двигающий мотор населения. И есть опасения, что власти Узбекистана и сейчас, как и всегда наблюдалось, пользуются ситуацией на свою выгоду, нагоняя население на страх, удерживает или прикрепляет свою власть. И получается, они массовые аресты и задерживают в основном молодых людей. И есть очень много фактов от правозащитных организаций или близких, родных, задержанных или арестованных, где за одним или двум виновных посадили десятки невиновных парней. То есть это, с одной стороны, есть реальная угроза, есть ИГИЛ, от которого власти Центральной Азии, включая Узбекистан, опасаются реально. Но с другой стороны, это давнейшая политика, которая наблюдалась в Узбекистане насчет верующих. Обычно задерживают, скажем, 20 парней, их задерживают 15 суток, 2 месяцев, 3 месяца, потом судят 5 из них, а остальных иногда отпускают за взятки, или иногда им просто отпускают с подпиской о невыезде. И как бы держать их в страхе. И потом, конечно, усиливается контроль, наблюдение, чтобы они не посещали мечети, не вышли за рубежом. То есть усиливать контроль. Это своего рода механизм, метод, который мы уже наблюдаем несколько лет. Спасибо, Барна. Жители 3 улиц и кварталов, находящихся практически в центре Душанбе, могут оказаться без крыши над головой. Их дома, согласно генеральному плану, должны пойти под снос. Взамен, как утверждают местные жители, городская администрация предлагает им переехать на пустые участки земли на окраинах города и заново отстроиться. Снос коснется около 600 семей. И хотя власти обещают им компенсацию, их последняя надежда только на президента страны. Анушервон Арипов продолжит. Я такой дом больше никогда построить не смогу. Поэтому не хочу, чтобы наши дома сносили. Джумагуль живет практически в центре столицы, в квартале, состоящем из частных домов, и который по генеральному плану города подлежит сносу и дальнейшему расселению. Взамен ее дома в 228 квадратных метров, где она пару лет назад провела капитальный ремонт, потратив на это многолетние накопления, и участка в 7 соток земли, администрация района предлагает часть пустыря в 3 сотки на восточной окраине города, говорит женщина. Если посчитать квадратные метры, может быть, выйдет 3 трехкомнатные квартиры. Мне предложили 3 сотки. Кто там такой дом построит? Никто. Под переселение вместе с Джумагуль попадают около 600 семей, и большинство из них многодетные. В одном квартале они живут полвека, и многие за эти годы успели породниться. Поэтому переселяться они никуда не хотят. У меня здесь 4 сыновей, 2 из них с женами. Здесь еще живет мой брат с женой. У моего сына 4 ребенка. Меня самой 3 здесь. Куда мы поедем? О том, что придется переехать жителям квартала, сообщили еще в 2011 году. Администрация района уведомила людей, что дальнейшее строительство и расширение частных домов здесь под запретом, и рекомендовала не тратиться на ремонтные работы. Людям были предложены 3 варианта: продать свои дома государству по рыночной цене, получить равноценное жилье в многоквартирных домах в том же районе или участке земли. Сегодня, по словам местных жителей, чиновники отказываются от своих обещаний, сетуя на финансовый кризис. На второй встрече председатель нашего района отказывается от своих слов. Говорит, что у вас не по рыночной цене не купим и квартиры не дадим. Получите только землю. Однако в администрации района уверяют, что эта информация не соответствует действительности. Жители квартала получат все согласно закону, и все 3 варианта в силе. Но при этом компенсация не будет выплачиваться за пристройки к домам, сделанные незаконно. Именно из-за этого и возник конфликт. С увеличением количества членов семьи большинство жителей на участках внутри своих дворов строили новые жилые помещения. Без боя местные жители решили не сдаваться. Они уже написали открытое письмо на имя президента страны Эмомали Рахмона, опубликованное во многих средствах массовой информации, с просьбой разрешить ситуацию. Также в случае необходимости будут судиться с администрацией города. Время пока есть. По их словам, сроки переселения не определены. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе.
Билл Гейтс и Марк Цукерберг оказались по разные стороны баррикад. Конфликт между Apple и американскими спецслужбами коснулся всех IT-компаний. Вопрос гораздо шире. Есть ли особые обстоятельства, в которых компания обязана предоставить такую информацию? Учитель из кыргызского поселка преодолевает верхом многокилометровые расстояния, чтобы добраться до школы, где его ждут дети. Думаю, у каждого человека есть своя миссия. Моя — быть учителем. Оппозиционный политик Илья Яшин представил в Москве доклад о главе Чечни Рамзане Кадырове «Угроза национальной безопасности». Доклад также посвящен ситуации в Чечне в целом, политическим убийствам, так или иначе связанным с руководством республики, и периоду жизни Кадырова, когда он и его отец находились на стороне боевиков. Вот основные тезисы этого доклада, по мнению издания «Медуза». Кадыров воевал против федеральных сил в Чечне в 90-х годах. Кадыров создал в Чечне режим личной власти. Кадыров проводит политику исламизации Чечни. Кадыров получает миллиарды из Москвы и взимает дань с чеченцев. Кадыров создал личную армию. Кадыров имеет влиятельных покровителей в Москве. Кадыров пользуется полной безнаказанностью. Сам Кадыров отреагировал на доклад как на, цитирую, болтовню и опубликовал его еще до презентации на своих страницах в соцсетях, за что Яшин поблагодарил главу Чечни, посчитав, что это лучшая реклама докладу. Всем пришедшим на презентацию перед входом был устроен настоящий досмотр, а накануне и в день выступления Яшина в офисе партии «Парнас» полицейские искали якобы заложенную бомбу. Об обстановке, в которой проходила презентация доклада, расскажет Екатерина Кочкина. Ребят, еще бомба сейчас не взорвется, подождите. Бомба, вот у меня лежит бомба главная, которая вызывает. Вот, собственно, бомба, да, она не взорвется, пока я сам этого не захочу. Бомбу в московском офисе партии «Парнас», председателем которой является Илья Яшин, полицейские ищут уже второй день. И даже не слишком активно настаивают на эвакуации. Скажите, пожалуйста, полиции, что мы скоро покинем помещение. Они сейчас настаивают. Ну, Собор сейчас выйдет. Понятно, ну пусть заходит. Яшину все же удалось провести презентацию, а журналистам даже задать несколько вопросов. С текстом доклада к этому моменту все желающие уже ознакомились. Сам Рамзан Кадыров опубликовал его во всех своих соцсетях. Его анонсировали как некий сенсационный материал, но написанное не содержит ничего, кроме болтовни. У Рамзана Кадырова есть 30-тысячная армия, состоящая из бывших чеченских сепаратистов, которые перешли на сторону федеральных войск и были амнистированы главой республики. Это действительно не сенсация. Однако авторы доклада считают, что кадыровские военные не подчиняются федеральным силовым структурам. Они фактически были легализованы, они получили удостоверение федеральных силовых структур, они получили новое оружие взамен с данного старого. И фактически эти люди лично обязаны Кадырову своей жизнью, своей безопасностью. Эти люди обязаны Кадырову своими зарплатами. Эти люди по факту являются личной армией Рамзана Кадырова. Чеченский батальон «Смерть», состоящий из амнистированных боевиков, воевал и на востоке Украины, на стороне сепаратистов. Командир батальона с позывным «Стингер» упоминается и в докладе. Сегодня мы, люди с 2000 года, являемся солдатами и офицерами российской армии, российских спецслужб. У одного из слушателей доклада, представившегося офицером, не выдержали нервы. Произошло это, когда Илья Яшин перешел к разделу о политических убийствах. Рамзан Кадыров больше сделал для России, чем ты. Ты в армии-то служил вообще. Авторы доклада считают Кадырова причастным к убийству Бориса Немцова. Именно после смерти оппозиционера они и решили расследовать деятельность чеченского лидера. Следствие явно не проводит никакую работу в направлении кадыровского окружения, где явно исследуют искать заказчиков и организаторов убийства Немцова. По мнению авторов, информации, изложенной в докладе, достаточно для того, чтобы отправить главу Чечни в отставку и возбудить сразу несколько уголовных дел. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Конфликт между Apple и ФБР втянул в дискуссию других представителей IT-компаний. Напомним, речь идет об отказе корпорации предоставить спецслужбам программное обеспечение для обхода защиты на айфонах. Другими словами, отказали в доступе к личной информации владельцев смартфонов. Apple поддержали основатели Twitter, Google и Facebook, но не все оказались с ними солидарны. С подробностями Олесь Кругляков. Основатель Microsoft Билл Гейтс поддерживает требования ФБР о взломе айфона стрелка из Сан-Бернардино. В интервью Financial Times он заявил, что это не создаст прецедента о доступе к личной информации пользователей. Никто не говорит о какой-то лазейке. В данном случае правительство просит о доступе к информации. Здесь нет некой тенденции, их интересует конкретный случай.
По мнению Гейтса, запрос о взломе смартфона ничем не отличается от требования об изъятии информации из других носителей. Давайте представим, что банк заклеил дисковод и сказал: не заставляйте меня отклеивать ленту, потому что тогда вы заставите меня делать это много раз, ведь этот клиент оказался плохим парнем. Вопрос гораздо шире. Есть ли особые обстоятельства, в которых компания обязана предоставить такую информацию? Справедливости ради стоит заметить, что позиция Гейтса все-таки стоит особняком от мнения представителей других IT-компаний. Ранее в поддержку Apple уже высказались Twitter, WhatsApp и Google. Основатель Facebook Марк Цукерберг, заявив, что его компания будет участвовать в борьбе против терроризма, тем не менее отметил, что ослабление безопасности данных является плохой идеей. Выступая в понедельник на Всемирном мобильном конгрессе, он сказал: «Мы сторонники шифрования данных, не думая, что создание лазеек в кодах — это эффективный способ борьбы за безопасность. Мы не должны двигаться в этом направлении, так что в этом вопросе мы стоим на стороне Тима и Apple». Тем временем сама компания Apple призвала к созданию правительственной комиссии, которая занялась бы рассмотрением ее спора с ФБР и вопросом доступа к личной информации в интересах национальной безопасности. Жители Хакасии, пострадавшие во время сильнейших пожаров в апреле прошлого года, вышли на митинги. Тогда стихия оставила без крова несколько тысяч человек. Около 1500 частных домов сгорели. Ситуация была под личным контролем президента Владимира Путина. Российские власти пообещали всем погорельцам построить дома. Но в результате выяснилось, что жить в них практически невозможно. Но и спрашивать уже не с кого. Генеральный подрядчик в международном розыске с многомиллионной суммой бюджетных денег в кармане. Тему продолжит Марина Мышко. Он обои съедает, вот так мы пшикаем. Дышать, конечно, не очень приятно. Сами понимаете, это чистый уксус. Уксусная обработка стен в семье погорельцев Дубениных – процедура еженедельная. Тем не менее, плесень здесь повсюду. И в спальнях троих ребятишек, и в зале, и в кухне. Плюс ко всему в квартире дважды в день приходится собирать влагу с окон и подоконников. Так что хозяева называют свой дом не крепостью, а сауной. Виновата, я не знаю, может, я грубо скажу, правительство, которое это все организовывало. Конечно, я благодарю, что нас не оставили на улице с детьми, и мы все об этом говорим. Все пострадавшие, все говорят спасибо большое за то, что мы не на улице. У меня дома такого не было. И мне вот обидно, что сейчас дети, половину наших детей дышит вот это вот. С плесенью и капелью с потолка воюет еще одна многодетная семья Еремеевых. Их жилище также сгорело, а взамен они получили дом, который не могут нормально протопить. Водопровод постоянно промерзает. Как результат – сырость, грибок и целая комната, абсолютно непригодная для проживания. Здесь я купила шифонер вот сюда. У меня все белье заплесневело, я его гладила каждую неделю. Все, весь шифонер, мне же пришлось его к сыну в комнату убрать, что там посушить. Жалуются погорельцы и на кражу квадратных метров. Многие, получив документы о собственности, обнаружили, что их дома должны быть больше. Но на деле приходится довольствоваться площадью поскромнее. Согласно официальным данным, цена 1 квадратного метра в каждом из этих новеньких домов более 40 тысяч рублей. Но погорельцы провели собственные подсчеты. Они уверяют, реальные цифры в разы ниже. Кроме того, многим местным жителям пришлось вложить сотни тысяч в ремонт. И это учитывая, что квартиры сдавались под ключ, полностью готовые к комфортному проживанию. О том, что идет что-то не так, погорельцы начали догадываться еще летом, когда стройка только набирала обороты. Люди настойчиво требовали внимания и от местных властей, и от Владимира Путина, который посещал Хакасию не один раз. Вы сейчас уедете, так оно и останется. Пожалуйста, помогите. Мы специально далеко ехали к вам, помогите нам. Хорошо. Впрочем, сегодня от хакасской стройки века пострадали не только погорельцы, но и сами строители. Более 70 человек до сих пор не получили зарплату. Виновным они считают главу фирмы генерального подрядчика Василия Смольникова, который объявлен в международный розыск. Строители получили допуск к его финансовым документам. Изучив небольшую часть, были потрясены. Директор Черногорского отдела строя Смольников Василий Васильевич оплатил себе за люкс номер здесь на базе отдыха 970 тысяч. Допустим, обошелся у него за лето номер. Фуршет за 570 тысяч. Строители сдаваться не намерены. Они уже объявляли голодовку, сейчас готовят документы в суд. И целыми семьями ходят на митинги. Да если бы строитель, не он должен заключать. Власти Хакасии обещают, что каждую жалобу рассмотрят индивидуально, а со строителями рассчитаются, как только пустят имущество беглеца Смольникова с молотка.
Однако вопрос, почему вообще была допущена подобная халатность, так и остался без ответа. Контроль осуществлялся всеми возможными силами. Ну, где-то, может, и просмотрели. Но сейчас мы это будем, эти замечания, как говорится, устранять. Я думаю, что гражданам надо просто маленько потерпеть. И граждане терпят, признавая, что ничего другого им не остается. А пока власти пытаются урегулировать ситуацию, пишут стихи на злобу дня. Кто нас ограбил? Где наши зарплаты? Кто здесь сыграл решающую роль? Быть может, Путин земляным заплатит. Они все строго брали под контроль. Марина Мышко, Сергей Чудинов. Настоящее время. Республика Хакасия. Учитель из кыргызского поселка Кенеш Шакуров ежедневно преодолевает многокилометровые расстояния на коне, чтобы добраться до школы. 2 часа верхом не кажутся ему долгими. Он наслаждается природой и радуется возможности передать свои знания детям. История удивительного человека. В репортаже Аделета Бектурсунова. В поселке еще не расцвело, а Кенеш Шакуров уже запрягает коня. Впереди долгий путь по заснеженным холмам до самой отдаленной школы в районе. Занятия в школе начинаются в 8, а мне нужно выходить в 6. Для меня этот путь уже не кажется таким долгим. Все великолепие природы можно увидеть только перед рассветом. Эту красоту словами не описать. Учитель в жизни, но романтик в душе. Местные жители его так и прозвали – «Учитель Дуйшен». Словно герой айтматовского произведения, он сквозь испытания и муки несет знания детям. Думаю, у каждого человека есть своя миссия. Моя – быть учителем. Но не могут же все уйти в бизнес или торговлю. Кто-то должен знания передавать. На уроках железная дисциплина, но дети учатся с удовольствием. Учитель от Бога – пример для подражания. Хотя Кенеш из другого села и даже района, он у нас самый уважаемый человек. Мы его ставим в пример. Мы даже доверили ему возглавлять наш педагогический союз. Учитель Кенеш в поселке в буквальном смысле незаменимый сотрудник. Работать на мизерную зарплату другие не идут. Я уже 25 лет здесь работаю. Это целая жизнь. Для меня самая большая благодарность, когда я слышу, что мои ученики достигают успехов. Меня это очень радует. К такому распорядку семья Шакурова привыкла. Сам учитель говорит, каждое преодоленное внушительное расстояние закаляет, а значит, отступать еще рано. Аделет Бектурсунов, Улан Исналиев. Настоящее время. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.